Период льготной оплаты штрафа увеличится. 20-дневный срок должен начинаться с момента получения уведомления о нарушении. Доставили вертолетами в якутские районные центры. За первую неделю 2019 года в медицину катастроф Якутии поступило 34 задания. Выходные закончились. С завтрашнего дня в России начинаются рабочие будни. На этой неделе работать россияне будут всего 3 дня. В эфире новости, в студии Павел Танин. Здравствуйте. Водители могут продлить период оплаты штрафа со скидкой. Сегодня в силу вступили поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Они дают возможность продлить срок уплаты штрафа за нарушение правил дорожного движения с 50% скидкой. Но только в том случае, если письмо счастья пришло автовладельцу с опозданием. Напомню, что оплатить штраф с дисконтом можно в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Однако не всегда письма с копией постановления о штрафе поступают к автовладельцам вовремя. К слову, в обязанность водителя, а также автовладельца не входит необходимость проверять наличие штрафов. А вот у органов, которые их выносят, обязанность своевременно уведомлять о наложении взыскания есть. Между тем, с сегодняшнего дня под запретом оказались порошковый алкоголь. Таким образом, до 60% коньяка попали в зону риска. Порошкообразная спиртосодержащая продукция в понимании законодателей – это, как правило, порошок, из которого можно получить жидкость, содержащую в своем составе этиловый спирт более 0,5% от общего объема. И с сегодняшнего дня производство и продажа такой продукции вне закона на территории России. Спасатель МЧС Петр Гриценко рассказал, как добрался до малыша и достал его из-под завалов в Магнитогорске. По словам спасателя, ему и его коллегам было известно, что там может находиться ребенок, но они не знали, мальчик это или девочка. Разбирали завал, отодвинули несколько плит и объявили минуту тишины. Как вдруг один из моих коллег услышал слабый детский плач со стороны прилегающей к дому. Но когда спасатель командовал тихо, ребенок также затихал. Чтобы понять, где именно находится малыш, спасатели использовали специальную удочку с видеокамерой. Когда я наконец увидел его, я с одной стороны выдохнул с облегчением, что я наконец-то его нашел. Вот он. И Ваня сам, когда увидел, установили визуальный контакт, он перестал плакать, то есть успокоился. Все время, что с ним пытался до него добраться, все время с ним разговаривал, пытался там малыш не плачь. Я не знал, это мальчик или девочка. Мы знали, что там, возможно, ребенок находится, нам сказали, там мама, но пол или еще какие-то мы не знали. Поэтому я его пытался всячески подбодрить. Когда я уже добрался и понимал, что вот момент подходит того, что надо будет передавать, мысль была одна: как можно скорее отдать его врачам скорой помощи, потому что, находясь на морозе, я понимал, что ему необходимо как можно быстрее оказаться у врачей. Я проверил его руки, ноги, убедился, что они не зажаты, я их могу достать, да, увидел, что ножка сломана, наиболее безопасным образом поместился на руки, выбрался из завала, да, но это было неудобно, потому что я не знал, где земля, я работал в завале. И крикнул только товарищам: держите меня, потому что мог упасть. Ну и старался спиной выползать, чтобы, если я упал, упасть на себя, чтобы не повредить Ванечку. Напомню, 11-месячный Ваня Фокин пришел в сознание. Об этом накануне журналистам сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Она отметила, что состояние ребенка существенно улучшилось. Сейчас он активно реагирует, общается с мамой, начал самостоятельно дышать и реагировать на окружающих. У малыша появился голос. Это означает, что осложнений в связи с длительным пребыванием на искусственной вентиляции легких нет. Также последняя диагностика в Москве показала, что у малыша нет повреждений мозга, функция почек практически восстановлена, и врачам с большой вероятностью удастся спасти обмороженную ногу. Однако, по словам медиков, это еще только самое начало пути, и на полное восстановление потребуется не 1 месяц. В Якутии с начала этого года в медицину катастроф поступило 34 санитарных задания со всей республики. Большинство поступило из арктических и северных групп районов. Половину всех вызовов составили травмы и заболевания системы кровообращения. Помимо этого эвакуировали 7 женщин с тяжелым течением беременности и угрозой прерывания, а также детей с острым аппендицитом, с пороком сердца и другими. 21 пациента из общего числа эвакуировали санрейсами в Якутск, и остальных доставляли из Нослегов в районные центры. В новогодние выходные, как и всегда, оперативный отдел медицины катастроф работал в круглосуточном режиме.
была сложная эвакуация пациента тоже с Арктического района, которому было необходимо проведение экстренного оперативного вмешательства в связи с получением колото-резанного ранения. И этого пациента, брюшную полость, и этого пациента нам пришлось эвакуировать в ближайший район, центральную районную больницу, для того, чтобы на месте провести оперативное вмешательство как можно быстрее. Мы отсюда собирали бригаду в составе врача-хирурга, врача-реаниматолога, которые могли бы дать наркоз и провести оперативное вмешательство. Больше 20 тысяч рублей вывели мошенники с банковской карты 18-летней девушки в Нерюнгринском районе. Она пояснила полицейским, что ранее разместила объявление о продаже ноутбука. Ей позвонил потенциальный покупатель, готовый приобрести его. Он попросил девушку назвать номер банковской карты, якобы для того, чтобы перевести предоплату. Затем потерпевшие начали поступать СМС-сообщения с кодами подтверждения, которые она также продиктовала звонившему по его просьбе. Лжепокупатель пообещал, что оплату за ноутбук он переведет частями, но после завершения разговора потерпевшие стали поступать оповещения не о поступлении денег, а о их списании. В итоге с ее банковского счета похитили 21 600 рублей. По данному факту проводится проверка. Завершаются новогодние каникулы, однако в праздники отдыхали не все. В усиленном режиме в Якутске работали все службы городского хозяйства. Что произошло за праздничные выходные и какой объем работы выполнили рабочие, расскажет Анастасия Кобызева. В новогодние праздники дорожные службы работали в штатном режиме, чтобы на дорогах всем было комфортно. И водителям, и пешеходам. Каждый день на борьбу со снегом отправляли более 70 единиц спецтехники. Это и самосвалы, и грейдеры, и снегопогрузчики. Работы очень много. Работаем, как говорится, без выходных, с утра до вечера. Чистим город, убираем дороги, тротуары, все, что можем, то убираем, площадя. Как говорится, у нас кроме площадей есть и саночистка, урны убираем, остановки там. Помимо этого, дорожные работники каждый день выходили на чистку светофоров и дорожных знаков. Их в городе немало. Более 6 тысяч знаков и 145 светофоров. Чистят их нехитрым приспособлением. Выезжаем в лес, рубим дерево, тальник, как правило. Все, в среднем от 4 до 6 метров. Приматываем что-нибудь, не знаю, тряпку, куртку, что-нибудь такое, и все. В целом, со столичных дорог за праздничные дни вывезли 10 тысяч кубометров снега. Сергей – водитель мусоровоза. Работал без выходных и праздников. Каждый день по 2, а то и по 3 выезда. Предновогодние дни – это самое, начинается сильное скопление мусора. Потом, когда произошло накопление мусора, самые праздничные дни начинается их обильная вывозка. Соответственно, если после праздничного дня вывозка не произойдет, то произойдет сильный завал, то есть будет очень много работы и можем не справиться. Для сотрудников Горсвета начало Нового года прошло относительно спокойно. Это благодаря им весь город загорается огнями. За новогодние каникулы случились 2 аварии на электросетях. В результате одной из аварий без освещения остались 6 улиц в городе. Сбили нам шкаф, то есть опору сбили, а на этой опоре был закреплен шкаф, ШУ авиационная. Бригада выехала, в ночь случилось это 21:05. 5 числа. И 6 числа мы уже это устранили к 11 часам дня. Без праздников работали и водители рейсовых автобусов, хотя они ездили не так часто, как в рабочие дни, с большим интервалом. С 1 января автобусы номер 18 и 25 поменяли маршруты. Мы с 1 января начали ходить через микрорайон Тайвань, так как по просьбе пассажиров, там потому что школа находится, и много поликлиник, много жилых домов, и пассажирам удобнее намного. Раньше мы ходили напрямую по Севастопольской. Для работников городского хозяйства буквально каждый день является буднем. Для них не существует праздничных выходных. Каждый день они делают нашу жизнь более комфортной и безопасной. Анастасия Кобызева, Григорий Николаев, Якутск.
Ну а впереди россиян ждет трехдневная рабочая неделя, а следующие длинные выходные будут у россиян только в марте в связи с празднованием Международного женского дня. А вот выходной день в честь Дня защитника Отечества, который приходится в этом году на субботу, перенесли на 10 мая. В Якутии фиксируют высокий спрос на экстремальный туризм. Представители сферы регистрируют рост популярности натуры на полюс холода в Оymяконском районе. Пик приходится на конец декабря, начало января с приходом 50-градусных морозов. Кроме того, ежегодно спортсмены-экстремалы предпринимают попытки забега в условиях якутской зимы. Итальянский полицейский Паоло Вентурини прибыл в Якутск 7 января, чтобы попытаться установить рекорд в марафоне при максимально низких температурах. В ближайшее время он должен отправиться в Оymякон, чтобы устроить забег. Итальянца будут сопровождать врач, переводчик, оператор и группа поддержки, а свой рекорд он планирует установить, когда в Оymякон придут суровые 60-градусные морозы. Национальная вещательная компания «Саха» с завтрашнего дня начнет показывать новый сериал на якутском языке «Тайна одного лета». Действие происходит в конце 70-х годов прошлого века. Жители небольшого якутского села, недолюбливающие друг друга две семьи, по настоянию председателя сельсовета выезжают на летнюю ферму. Там с ними начинают происходить загадочные события. Съемки сериала проходили летом 2018 года в селе Бахсы Чурапчинского района. И новый сериал можно будет посмотреть на канале НВК «Саха» с понедельника по четверг в 20:45. Девочка из Осаки станет, как ожидается, самой юной среди профессиональных игроков в интеллектуальную игру Го. Имя Сумури Накамури будет внесено в официальный рейтинг в апреле, когда ей исполнится 10 лет. Подробности рассказывает Сергей Берец. Сумире Накамура из Осаки окажется самым младшим в мире профессионалом интеллектуальной стратегической игры Го. Как только ей исполнится 10 лет, она получит место на начальной ступени специального рейтинга игроков. На пресс-конференции в Токио девочка сказала, что очень радуется, когда партия остается за ней. Руководство Японской ассоциации Го выделило ей место в программе профессиональной подготовки. Тренировки начнутся 1 апреля. Юным японцам предстоят состязания со сверстниками из Китая и Кореи. Отец маленькой Сумиры, Синья Накамура, сам профессиональный игрок и чемпион страны 1998 года, по его словам, не ожидал, что дочь достигнет высокого уровня мастерства так рано. К этой минуте у меня все новости. Хорошего вам вечера и оставайтесь с нами.